вечер. Время новостей на АТР. Сегодня 545-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». 20 лет Олегу Сенцову, 10 лет Александру Кольченко. На такие сроки суд в Ростове-на-Дону приговорил 2 украинцев. Обоим вменяют организацию терактов на аннексированном полуострове. В момент оглашения приговора они спели гимн Украины. Сенцову окончательно по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 20 лет исправительной колонии строгого режима. Кольченко окончательно назначено наказание в соответствии части 3 статьи 69 по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 10 лет исправительной колонии строгого режима. Судья объявляет перерыв на І покажем, що ми браття, козацького роду. Слава Україні! Героям слава! В принципе, этот приговор был обещан еще год назад. Ничего, если была какая-то вера в чудо, то она была очень такая минимальная. Ее, конечно, сегодня разбили в пух и прах. Но это показательный процесс, это показатель того, что происходит сейчас в России. Это плевок всему миру в лицо, я считаю, потому что за Олега реально сражался весь мир. Ну, в очередной раз показали, а нам пофиг, нам можно все. В Европе прошли митинги в защиту Сенцова и Кольченко. В столицах Франции, Швеции, Польши активисты требовали освободить крымских заложников. А в Киеве около российского посольства собрались более сотни человек. С акцией протеста вернулись наши корреспонденты. Сюжет об этом готовится к эфиру. Мы продолжаем. За фото с украинским флагом крымчанин попал за решетку на 15 суток. В Керчи за выложенные в сеть фотографии на горе Митридат арестовали 3 местных жителей. Керченский суд наказал одного из них на 15 суток административного ареста согласно статье за мелкое хулиганство. 2 другим присудили штраф. В Украине хотят назначить депортированным крымским татарам тройную пенсию. Такой законопроект зарегистрировал Кабинет министров. Депортированным лицам, находившимся на спецпоселении, что определяется периодом с момента депортации до момента снятия режима спецпоселений, стаж их работы за этот период засчитывается в страховой стаж для назначения пенсии в тройном размере, говорится в тексте законопроекта. В День независимости Украины развлекательных мероприятий на Майдане не устраивали, ведь теперь это место ассоциируется с трагическими событиями революции достоинства. Вечером, в отличие от прошлых лет, в центре столицы звучала классическая музыка. Гимн Украины исполняет международный оркестр «Калче Оркестра». Здесь 100 музыкантов из разных стран мира, 20 – украинцы. Це оркестр, який впродовж 2 тижнів тільки зібрався, а таке враження, що вони в ансамблі практично з колиски. Руководит оркестром тоже украинец, всемирно известный дирижер Кирилл Карабец. Чтобы попасть в коллектив, музыканты проходят жесткий конкурсный отбор. Перед выходом на сцену волнуется певица Джамала. Ей предложили выполнить сольную партию «Оду радости» – гимн Европейского Союза. Сюда только берут
с приглашения дирижера. Поэтому я счастлива и просто настолько горжусь тем, что меня сегодня пригласили просолировать действительно очень сложную партию сопрано. Я думаю, что каждый человек, который просто проходил мимо, ощутил, что он стал частью чего-то великого. В этом году других концертов на Майдане и традиционного салюта не было. Не устраивать массовых гуляний на главной площади столицы решили после трагических событий во время революции достоинства. Наталья Калинка, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Сюжет с пикета в Киеве у здания российского посольства готов к эфиру. В руках активистов портреты 4 кримських заключених. Їх російське ФСБ обвиняють в тероризмі. Я не вірю в те, що вони терористи або готували якийсь замах. Це просто були українські хлопці, які хотіли, щоб Крим був українським. Не хотіли віддавати його окупанту-агресору. Україна їх пам'ятає, підтримує, і ми переживаємо за них і вболіваємо, щоб їх якнайшвидше випустили. Под посольство пришли друзья и единомышленники. Они утверждают, дела в отношении Сенцова и Кольченко сфабрикованы. По поводу его обвинения, конечно, я хочу сказать, что это все полный бред, потому что он был абсолютный пацифист. На какие-либо там теракты, я не знаю, что там эта безумная там оккупационная власть ему инкриминирует, он, конечно, был не способен. Просто доказывает их слабость. Ну и доказывает, что долго они не продержатся в любом случае. Олег сидит из-за того, чтобы подобные Олегу, люди, которые проукраинских взглядов, молчали в тряпочку. Претензии у активистов не только к российской власти, но и к украинской. Говорят, за 1,5 года с момента задержания Сенцова и Кольченко никаких реальных действий по освобождению не было. За сором, що наша держава, звісно, що вона не Америка, не може звільнити кількох заручників свободи, совісті, моралі. Це сором держави. Акции в поддержку крымских заключенных прошли по всему миру. Коли Російська Федерація перестане арештувати, нелегально арештувати і затримувати наших людей, наших патріотів, ми вимагаємо, як українці цілого світу, українці в Україні, українці в Австралії, в Канаді, в Штатах, Італії, в Австралії, щоб вони вже випускали наших політв'язнів. Знов, свобода політв'язням! Свобода політв'язням! Свобода політв'язням! Акция продлилась больше часа, и, как всегда, из посольства никто не вышел. Эльвина Седулаева, Олег Азыкин, Заман, АТР. Экономика России достигла дна и дальнейшего падения не будет. Об этом заявил глава Министерства экономики России Алексей Улюкаев. Вчера официальный курс российского рубля по отношению к доллару достиг отметки в 70 рублей 92 копейки за доллар. Так дешево рубль официально не оценивался с 1998 года. Сегодня ситуация несущественно, однако изменилась. 69 рублей 90 копеек за доллар. В Москве журналисты BBC интересовались мнением горожан об обвале курса рубля. Мы готовы к борьбе, нас она не пугает. Я готов лишиться всего. Но на фоне тех страданий, которые сейчас испытывает Украина, это малая часть, где можно жертвовать, принимать курс, какой он есть, не зацикливаться на этом. Пока у власти будут наши правители, у нас и будет такое продолжаться. Пока они не сменят эту власть, всех представителей, министра там, экономики и так далее. Вот пока это будет у власти, так и будет продолжаться. А как было при Советском Союзе? Исчезнут продукты, изоляция полная. Ну и все из этого вытекающее. И что можно сделать для того, чтобы эту ситуацию исправить? Понятия не имею. Не знаю. Скорее всего, ничего. Еще полгода назад президент России Владимир Путин объяснял россиянам, обесценивание рубля выгодно для российской экономики и для самих граждан. Упала стоимость рубля, он немножко обесценился. Ну, на треть. На 30%. Вот смотрите, мы раньше продавали товар, который стоил $1, а получали за него 32 рубля. Мы продали товар, но деньги приходят в рублях. 32 рубля получили. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились.
По словам экспертов, обесценивание рубля связано с падением цен на нефть. Сейчас нефть марки Brent торгуется уже на уровне $43 за баррель. За полгода цена на нефть упала вдвое. Однако президент России уверял, если цена нефти упадет ниже $85 за баррель, упадет мировая экономика. А в первую очередь экономика Саудовской Аравии, главного импортера черного золота. Если уйти ниже 85, то сама Саудовская Аравия будет в прогаре, и у нее возникнут проблемы. Для нас понижение с 90 до 85 не является критическим. Нефть котируется и продается на мировых рынках в долларах. Если цены упадут, то тогда и спрос на доллары резко упадет, и доллар как мировая валюта начнет терять свое значение. Много очень составляющих. Очень хочется куснуть, но возможности все-таки ограничены. Вот цена упала со 100 до 50, но она с 50 до 0 не может упасть. Понимаете, я к чему это говорю? К тому, что есть определенные вещи, с которыми нам нужно жить, и надо, чтобы экономика к этому адаптировалась, и в этом есть определенные плюсы. А в обменных пунктах полуострова нет дефицита американской и европейской валюты. Резкое падение рубля пока не привело к ажиотажу в обменниках Крыма. Я не покупаю доллары, как-то меня это нет, вообще не покупаю. Почему? Ну, в принципе, не нужны, как рубли. Вот. Ну, то есть... Я не пользуюсь, да, долларами. Ну, у меня нет кредитов там каких-то или еще что-то, поэтому для меня это, в общем-то, не актуально. Глупо гоняться за этими деньгами, он то выше, то ниже постоянно. Это того не стоит, потому что можно и в минус уйти. Путин не даст точных обещаний, да, как оно что будет на самом деле. Я вообще не приобретаю доллары. Нет? А почему? Мне как бы рубли вполне устраивают. Я верю в рубль и не приобретаю доллары. Не собираемся. Почему? Да у нас нет как-то сбережений. У нас просто нет возможности приобретать сейчас доллары. У меня пенсия 9 тысяч. Какие доллары? Нет, этих рублей мне хватает только на самое-самое необходимое, на квартплату и на необходимую еду. Без всяких излишеств. Тем более на доллары менять нечего абсолютно. Вот ребенок в школу идет. Сейчас ходим, спортивный костюм нужен. Такие цены фантастические. Поэтому все мы страдаем, наверное, от этого. В России продолжается охота на импортные товары. Роспотребнадзор снял с реализации партии продукции известных марок стиральных порошков и моющих средств Procter & Gamble, Colgate, Palmolive, Clorox и других. По данным ведомства, качество этой продукции не соответствует установленным требованиям. Роскомнадзор снял блокировку с сайта Википедия. Как сообщает российское ведомство, информация, признанная судом запрещенной, отредактирована. Роскомнадзор 20 августа потребовал от Википедии удалить статью о наркотическом веществе чарос, так как Астраханский суд признал этот материал запрещенным. В руководстве энциклопедии отказались выполнять предписание, отметив, что статья написана научным языком из академических источников. Турция готовится к досрочным парламентским выборам. По инициативе президента выборы назначены на 1 ноября. Представители оппозиции против этой даты, потому что она приходится на период праздничных дней. В июне на выборах пропрезидентская партия «Справедливости и развития» потеряла большинство. Договориться с другими политическими силами о создании коалиции ей не удалось, поэтому президент Реджеп Таyyip Эрдоган распустил парламент. Жители Турции не рассчитывают на то, что после досрочных выборов ситуация существенно изменится, передает Евроньюз. Я не надто оптимістично налаштований щодо результатів голосування. Не думаю, що щось зміниться. І ця невизначеність, яка є зараз, залишиться. Як на мене, краще б це рішення про дочасні вибори взагалі не ухвалювали. А я все ж сподіваюся, що цього разу політики візьмуться за розум. Буде нелегко, але вони вже відчули ціну того, що не змогли сформувати коаліцію. Тож у майбутньому мають прийти до спільної думки і об'єднатися заради Туреччини.
Эстония на границе с Россией построит забор высотой 2,5 метра и длиной 108 километров. Такое решение видят в департаменте полиции и погранохраны как меру для предотвращения нарушений границы. Для охраны границы используются также видеокамеры и беспилотные летательные аппараты. А в акватории Чудского озера разместят более 600 пограничных буйков. Работы по техническому усилению границы начнутся через 2 года. На это планируют потратить 71 миллион евро, передает РИА Новости. Беседы с шейхами, много вкусной еды, дегустация настоящего арабского кофе. В Киеве прошел первый восточный фестиваль. Наш журналист Алим Абдулхаиров видел, как женщины примеряли хиджаб, а мужчины – бороду. Ухаживать и прихорашивать бороду арабы делились своими умениями на фестивале Истфест. Шаким – профессиональный парикмахер, хипстер перед ним или шахид для иранца не имеет значения. Не только мусульман, уже модно. У нас барбершоп часто ходит, конечно, даже не мусульман. Клад ухаживать, ход 2 недели или неделю раз надо ходить, чтобы красиво выглядеть. Мусульмане впервые решили познакомить киевлян со своей цивилизацией на фестивале. Ирфан Кудусов привез работы крымско-татарских мастеров. Люди интересуются, конечно, нашей культурой. В сфере последних событий, конечно, крымско-татарская культура очень востребована. Готовят на фестивале ароматный арабский кофе. Организаторы говорят, что этот фестиваль для того, чтобы украинцев ближе познакомить с восточной культурой. Мы не ожидали, что будет такой отклик людей, особенно в воскресенье и День независимости скоро украинцев. Но я вижу, что людям это нравится. Фестивальная культура, она развита в Киеве. На фестивале было около 1000 посетителей. Организаторы планируют проводить Истфест в Киеве ежегодно. Алим Абдулхаиров, Эльдар Кокос, Заман, АТР. На этом пока все. Всего хорошего. Будьте с нами.